вместе стоит? Или сдвинем все-таки? Нет, я думаю, что надо чуть-чуть сюда. Вы видите, да, вот по декорациям? Согласен. Все-таки немножко, да, получается. Немножко асимметрично. Левее, правее или по центру. В избирательной кампании, как и у тех, кто ее освещает, не бывает неважных мелочей. Правильно поставленная галочка решает судьбу кандидатов и определяет будущее страны. Звук и изображение на экране также значимы, как и то, что говорят участники таких встреч. И, само собой, каждый участник выборов, кандидат или избиратель, хотят, чтобы все шло гладко и чисто. В этом 2021 году, когда мы выбираем депутатов в Государственную Думу 8-го созыва, мне кажется, настолько все открыто, настолько все достоверно и настолько все близко именно народа к кандидатам и кандидата к народу. Наша предвыборная кампания началась очень печально, потому что я представляю оппозиционную партию «Яблоко», и в данный момент меня пытаются снять с избирательного процесса, обвинив меня в причастности к экстремистской организации. Причем это делают полностью всей нашей всего отделения партии в Республике Татарстан. Кампания идет так активно, без нарушений. Не могу сказать, что какие-то были недостатки, недочеты. Например, я работаю при Приволжской окружной избирательной комиссии, да, зарегистрирован кандидатом в депутаты, то никаких пока проблем нет. Все активно, демократично. В целом, я считаю, достаточно позитивно. Я не увидел каких-то таких эксцессов, я не увидел какой-то истерики, я не увидел каких-то скандалов. Избирательная кампания проходит достаточно ровно. Что касается «Единой России», то «Единая Россия» чувствует себя уверенно, потому что действительно за плечами большие проекты и за плечами республика с позитивно накопленным опытом. Во главе списка президент Республики Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич. Телевизионная и радиостудия во время избирательной кампании – одно из немногих мест, где в одно время собираются люди, иногда с противоположными мнениями. И это одно из тех мест, где у всех равные условия. Особыми они могут быть только в особых случаях для людей с особым здоровьем. Время для выступлений поровну, эфир прямой. К сожалению, не все кандидаты посещают данное мероприятие. Вот мы видим, что сегодня из 7 заявленных партий присутствует только 5. Я был в Нижнекамске, я вообще был один. В Челнах присутствовал, тоже из заявленных 4 партий тоже был один. Нам предоставляется эфирное время, бесплатное эфирное время. Мы должны доносить до избирателей свое видение на те или иные вопросы, предлагать решения. Это у нас, в принципе, все расписано, время дебатов определено, тема дебатов определена. Хочу услышать мнение коллег от других партий и, скажем так, применять в жизни самое лучшее. Мы сейчас на второй волне агитации, мы раздаем газеты, снимаем ролики и так далее. Мы полностью в своей работе. Ну и мне следить, честно говоря, не за кем, потому что мы единственная оппозиция в России. Темы встреч этой недели – межнациональное и межконфессиональное согласие и патриотическое воспитание. Во многом они связаны и взаимодополняющие. Если говорить о дружбе между представителями разных религий и национальностей в Татарстане, то это как раз та тема, которая объединяет противоположности. Татарстан в этом смысле является действительно примером для всех регионов России. Только в многоконфессиональной, в многонациональной России наша сила. Именно по той причине, что в Республике Татарстан это направление развивается, наша республика является очень устойчивым во всех планах: экономическом, социальном плане, развивающимся регионом Российской Федерации. Наша республика – самый достойный пример не только на всю Россию, но и на соседние республики нашей страны, бывшей Республики Советского Союза. Позитивный межнациональный, межконфессиональный мир – это не божий дар. Это предмет постоянной работы, чем мы занимаемся. И являем собой пример для большой многонациональной России. Видение будущего подрастающего поколения и их патриотического воспитания немного различаются. Но и в этом вопросе у представителей разных партий много схожих ответов. Очень большое количество молодежи стремится уехать из России. С чем же это связано? Конечно же, это связано с тем, что наш уровень образования очень сильно снижается. Молодежь, более остро ощущая несправедливость, конечно же, ищет место там, где ему будет более спокойно, где он сможет проявить свои творческие способности. Патриотизм на сегодняшний момент, он приобрел некий такой потребительский характер.
Поэтому очень важно сейчас начинать работу именно с молодежью. Если вы вспомним хороший опыт Советского Союза в том, что нас приучали любить Родину, наверное, чуть из детского сада. Патриот – это не тот, кого можно воспитать какой-то государственной программой. Патриот – это тот, у кого есть свой дом, своя земля и, что немаловажно, свое личное дело. Напомним, такие встречи на канале ТНВ проходят каждый вторник и среду в 17:50. До начала голосования осталось меньше 2 недель. И чем ближе дни выборов, тем горячее. У нас все идет по плану, и в плане агитационных материалов. За коллег по другим партиям очень рады, которые активно вступили в бой с самого начала. Мы партия новая, мы пробуем новые методы, скажем так, сразу же не вступать в бой. Опять-таки надо посмотреть на более старших, на более опытных оппонентов. Поэтому все, что идет на сегодняшний день, все идет своим чередом и по намеченному графику. Хорошей, честной, трудовой работы и борьбы между собой. Потому что все партии в этом году очень активны, все выступают на дебатах, все общаются с населением. В республике традиционно голосуют не столько за идеологию, а сколько за тот курс развития, за преемственность в этом развитии, за те программы, которые в республике, за тот мир и согласие, о котором мы сегодня с вами уже говорили. Вот это принципиально важно, то, что люди ценят это, и я уверен, что поддержат нас именно уже в день голосования. Зуфар Давлетшин, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней.